Друзья, сейчас мы находимся в селении Макажой, которое находится к западу от легендарного озера Кизиной-Ам. Здесь сохранились разрушенные памятники архитектуры. Вон там мы видим сторожевые башни, а у самого обрыва находится отреставрированная мечеть. Сейчас мы видим крышу мечети, а слева от мечети кладбище. Посмотрите на крышу мечети. Вот, собственно, и вход в мечеть. И мы видим камни с петроглифами. И вот эти петроглифы датируются бронзовым веком. Здесь, походу, раньше были другие строения. После принятия ислама использовали при строении мечети вот эти камни. Я вам сейчас поближе покажу их. Вот посмотрите, бронзовый век. Сторожевые башни. Вон там на камнях есть узоры. Ой-ой. Мы находимся вблизи двух вот этих сторожевых башен, сторожевых сигнальных башен. Они охраняли вон то поселение. Вот это вход в омовельную. Раньше здесь был источник воды, но, к сожалению, источник не сохранился до наших дней. Давайте мы покажем вам изнутри вот эту комнату. Посмотрите, какой маленький проем здесь. Я с трудом могу туда залезть. Вот здесь есть вот это место, откуда стекала вот эта вода. Здесь очень темно. Посмотри вот сюда, поближе посмотри. Вот канал, по которому стекала вода. Вот здесь, наверное, у нее были вот эти приспособления, которые можно присесть и взять омовение. И отсюда есть вход в мечеть. И не один, а два входа в мечеть. Давай. Вот мы видим мечеть уже изнутри. Вот место имама.
давай вот покажем вот эти арки там. Вот здесь есть интересные вот такие арки. Смотри. Рядом с мечетью находится кладбище, наверное, мусульманское. Они строили вот эти, как на вид, как вот эти склепы. Да? Похоже? Mm-hmm. Смотри, огромная плита. Вон там есть арабские буквы, видим на этой плите. Видно там? На камере видно? Смотри, вот здесь, да. Вот эта плита в виде человеческого облика. Может языческий, может после принятия ислама притащили сюда. Точно не знаем, но будут и знающие, конечно. Мы не историки. Посмотрите по сравнению с моим ростом, какая огромная плита. Вот те самые жилые башни, о которых мы говорили внизу. И мы видим на некоторых стенах сохранились штукатурки, покрытые известью. И мы покидаем вот эти места и дальше покажем интересные места, где жили люди. Несколько лет назад пожилой чеченец, гулявший фотографируя на территории Аргунского заповедника, случайным образом заметил объект треугольной формы. «Это был знак свыше», — рассказал тот самый чеченец Марат Макажо. «Я не сразу понял, в чем его смысл, долго думал, стал изучать плато. Увидел камни один в один, похожие на окаменевшие доски, и прозрел. Передо мной оказался Ноев ковчег». Услышав рассказ Марата, мы решили посетить это место и поговорить с ним, как он пришел к этому выводу. Мы доехали до Хиндой, нас сразу пригласили на чай, и Марат показал нам разные артефакты, по его словам, доказывающие, что это ковчег. Посмотрите, чай из натуральных трав. Из 15 натуральных трав. Да, из 15 натуральных трав. Мощный аромат. Очень красивый. D'accord. Натуральный муж. Вот. Хорошо, чайду. Бокал чайду. Натуральный чай. Ничего.
Натуральный продукт. Это тебе не Индия какая-нибудь, это натурпродукт с альпийских лугов. Вот смотри, Аргушда, камень, правильно? Камень. Ну вот это сломано, правильно? А вот теперь смотри, сейчас он ломается только вот так. Ты его весь сломаешь, по-другому он не сломается. Прикинь. Вот так он не сломается уже никогда. Потому что так может сломаться, когда было дерево. Теперь вот смотри. Гвоздь. Вот мы потерли напильником. Видишь железо? Хочешь, я тебе напильник дам, сам потри. А если... А так где-нибудь вот здесь, вот под этим углом потри его, чтобы гвоздь не сломать. Вот так, да? Да. А еще, да, вот это Не. очень крепкие гвозди. Охак. Вы видите, да? Да. Пожалуйста. Полотно набило оно. Вот эти простые факты, знаешь. Это ученые могут манипулировать там миллионами лет какой-то аппаратурой, там, анализами. Я показываю простые факты, которые нам доступны. Вот пусть кто угодно придет, докажет, что вы не правы. Простое, между прочим. Вот Да, тоже Речь. предполагаемый гвоздь. Алло, На вес тяжелый. алло. Если бы камень был вот такого размера, то Алло, вес был бы меньше, говорит Мурат. алло, Да. алло. На я вес слышу. тяжелый. Ага. И вот здесь говорит шапка гвоздя. Чё была. туда, Алдыхо? Вот это место очень сложное и очень опасное. Здесь очень трудно спуститься вниз. Поосторожнее. Смотри, камни падают. Эй, ну, смотри, И еще одна опасность. Работники оттуда выкидывают камни. И тоже надо быть осторожным. Как утверждает Марат, вот вот это уже окаменелые доски. Вот это окаменелые доски. Да, окаменелые доски. Вот это доски. Всё. Dosk şu lagaydı. Друзья, мы спускаемся вовнутрь ковчега, и работники до сих пор там работают, и мы сейчас дойдем до них. Длина этого проема где-то 30 с лишним метров. Воздух здесь очень влажный. И посмотрите, эти работники сказали, чтобы мы осторожно обходились с этой трубой. Здесь у них канат.
Здесь поосторожнее. Здесь очень скользко. Genau, was willst du? А? Кается. Смотри. Кается. Посмотрите. Они сперва бурлили в этом направлении, потом обнаружили вот в той стороне пустой звук. Посмотрите, они очень глубоко зашли туда и оставили вот этот проем и пробурлили в том направлении, вот сюда. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Bu abi yaşlı şu. Nerede bu? Da büyüdü. Nerede? Valla. Ahkam erkeneş hazneysen. Oh, ştuk işte dolkuşta. Tahir ders yapıyorsun. Koşa ders yapıyorsun. Ne alım var? Koçurdu. Hılvat ürüt. Ha, تعرف الوقت. هر уже نقيتشق تقيتشي. Dieser pusтой звук, я уж хреща. Yeri hukça hukya hukça. Etmek yakın, evet. Da hukça hukya miça. Yine hukça yakın yarış. Yine de kokdomet yarça yakın yürü. Hasan indi ona. Tirottu açığa نوال اندق ادو ايش هيقدم. Чебрец. Да. Посмотри, как много чабреца. Правда, здорово. По утверждению Марата, вот эти башни были построены из досок ковчега. Изначально они были 3-4-этажные. На сегодняшний день от них осталось, вот как мы видим, цокольный этаж и частично первый этаж. Давайте зайдем внутрь и посмотрим. Вот сюда они загоняли скот, и тепло, которое исходило от скота, они использовали как теплый пол. Смотри, как четко. И даже вот здесь даже штукатурка осталась. Смотри вот сюда. Это с тех времен штукатурка, покрытая известью. Теперь сравните качество наших вот этих эмульсионных красок и натурального продукта.
Вон там находится объект, который мы только что посетили, предполагаемый Ноев ковчег. Вот сейчас мы находимся от этого объекта где-то 30 километров